Постоянный стресс, чтение в темное время суток, гаджеты, компьютеры, смартфоны. Факторов для ухудшения зрения множество, как и способы и методы их лечения. Благодаря национальному проекту проверка и диагностика зрения стала доступна для каждого жителя региона. По сравнению со своими предшественниками, новое оборудование имеет значительное преимущество. Оно позволяет без дополнительных усилий проводить обследование заболевания на ранних стадиях и с легкостью ставить точные диагнозы. Благодаря новым аппаратам врачи Карабулакской поликлиники могут обследовать в день больше пациентов. Тяжело было нам без аппаратов, конечно, потому что большой поток людей с заболеванием идет. И, соответственно, и тяжело было нам без них. Определить внутриглазное давление тоже. Вот сейчас нам намного легче на этом аппарате. А сколько сейчас у вас пациентов в день? В день у нас даже 15-20, даже больше. И доходит до 30 пациентов. Плюс еще и дети у нас бывает, потому что сейчас летний период у нас идут каникулы, и детей очень много. Сейчас все пытаются, пока есть время, быстрее пройти аппаратное лечение, чтобы уже в дальнейшем идти на свои занятия. Закуплено оборудование в рамках программы «Модернизация первичного звена национального проекта здравоохранения». В числе самых маленьких пациентов и Амина Елхароева. Девочки проводят профилактику зрения на протяжении 2 недель. Каждый день по 15 минут она проходит аппаратное лечение. Примерный пациент не отвлекается от процедуры даже во время интервью. Давно ты сюда ходишь? Нет, А кто тебя сюда привел? моя сестра. И как? Нормально. Зато после Амина с радостью ответила на наши вопросы. А как ты думаешь, почему у людей плохое зрение? Потому что они в телефонах сидят. А ты сидишь? Нет? А почему у тебя плохое зрение? Хорошо. Главная цель нацпроекта – вывести медицину республики на новый уровень и как результат снизить смертность населения в разы, измерить внутриглазное давление или исследовать передний отрезок глаз. Теперь возможности для пациентов-офтальмолога заметно расширились. На этом список новых аппаратов не заканчивается. У нас есть синоптофор, вот про который я тоже говорила, это для диагностики и лечения косоглазия у нас идет. Синоптофор. Вот этот. И есть аппарат для измерения внутриглазного давления и афрорефрактометр. Для определения берут вот очки, определенный день, здесь вот у нас красное, зеленое. И по дням они уже одевают вот эти очки, с какой стороны красный, зеленый, и играют в эти компьютерные игры для лечения амблиопии. Закупили оборудование не только для окулиста, обновлены и УЗИ-кабинеты, и невролога. Врачи уверены, такие изменения позволят улучшить оказание медицинской помощи населению. Современные аппараты, с помощью которых мы можем более качественно проводить обследование наших пациентов. УЗИ сердца, брюшной полости, почек, малый таз, УЗИ сосудов. Практически все виды исследования мы можем себе сейчас позволить, и аппарат современный. А раньше у вас подобные аппараты были? У нас были аппараты ультразвуковой диагностики, но они со временем, конечно, устарели, и не такого высокого класса аппарата они были, как вот эти новые, более современные аппараты УЗИ. Все введенные новшества позволят повысить эффективность работы учреждения и общую доступность медицинской помощи. Не меньше врачей эта новость обрадовала и местных жителей. Оборудование нашим врачам, у нас хорошие врачи, Врачи здесь признаются, главное – максимально довольные пациенты. Записаться на прием или пройти обследование в поликлинике можно и онлайн. Это очень удобно и позволяет сэкономить время. Хава Гагиева, Магомед Даскиев, Новости 24.